Сегодня мы покажем отрывки из интересной встречи народного целителя Виктора Семеновича Кривошапкина, в молодости учителя физической культуры, тренера по вольной борьбе, с подрастающей педагогической сменой физического отделения нашего университета. Виктор Семенович поделился с ребятами секретами подготовки будущих спортсменов с самого младшего возраста, предостерег от возможных ошибок и непредвиденных ситуаций. Возвращаясь к традиционному целительству народов Севера, нужно отметить одно важное условие – это избранность, главное качество чего – позволение или возможность человеку-целителю использовать окружающие нас природные силы и энергии. Без него лечить людей не только невозможно, но опасно для здоровья самого занимающегося лечением. Главное отличие мировоззрения наших предков – это организация такого мира, в котором, что бы ни случилось, все понятно и имеет смысл. Не прямой, но метафорический. И здесь кроются причины и источник наших заболеваний. Они-то являются определяющими в конечном продуктивном результате всего лечения. Это главный ключ к решению проблем. На встрече народный целитель четко это показал, указав на причинную цепочку тех заболеваний, которые уже преследуют молодых специалистов. Виктор Семенович Кривошапкин обладает способностью воспринимать этот мир, будучи отстраненным от ограничений современной клинической рациональности. Философские категории детерминизма у него метафорически расширены, выбирая кроме телесной причинности болезни главное – ментальную, этическую и моральную составляющую поведения человека в мире. Приятного просмотра! Это второе, да? Вы поняли, да? Когда вот человек вы меняете, вы должны посмотреть, как вы работаете. Вы поняли, да? Почему у вас там не получается? Вот этот физрук, например, как вы обидели, что ли, его, этого старика, да? Ага. И это все надо вам это изучить. Понятно, да? Тогда ваша работа будет. Я в дальнейшем, я это говорю, потому что я сам как был. С 23 лет я начал работать в физкультуру. Сейчас мои ученики, и мне 63, а им 55. Поняли, да? Такой молодой был я. Ну, как вместе со мной постарели. И они говорят, что ты учил нас, мы вот 55 лет мы этим и занимаемся. Понимаете, да? Вы сейчас будете, вы должны сейчас меня благодарны, вот где я Абыйский УЗ, я работаю, там мои дети, сейчас физруки, конечно, да, большинство. Сейчас массажистов у моих, сейчас один мой массажист, сейчас он работает, уже известный, это Калининград. Там он ДСП детям тоже лечит, там детей он лечит, ну он уже профессионал. Ага. Он еще дальше подучился, и вот это уже стал как бы хороший массаж, мануальный терапевт называется. Ага. Хорошо вам дал, гибкость вам дал, умение ориентации все вам дал, и умение даже, вот как сказать, вы можете даже травмы всякие сами себе лечить, правильно же, да? Переболеть можете, правильно? Так же ведь, да? Много травм прошел. Который человек много травм прошел, тот человек может лечить сам. Вот так вот. Я одновременно, как сказать, я тренировал детей, даже вот с десяток. И я их готовил, вот, мне там, он ему 10 класс он перешел, с 6 лет я начал уже. Я с 10 работал. Вот видишь, какой фанат был. Ну школьников, вот эти, садиков. Приглашал вот их к себе на занятия. Ну, зал борьбы, у меня зал борьбы же был. Они, дети там играли, я смотрел на гибкость детей вот таких вот. Смотрел, и я их готовил уже, чтобы они в 10 класс, они стали чемпионами республики. Вот так надо работать, дорогие мои. Не сегодняшним днем, а надо работать уже сдалека. Понимаете, да? А потом они там проигрывают, ничего страшного. А потом они начнут уже показывать результат. Понятно? Угу. Это я вам тоже это вот подсказываю.
чтобы это вам было. И старайтесь вот такие вот, сейчас вот приехали сюда, много уловить. И вот Лидия Ивановна молодец, потому что она пригласила, и вот это, как сказать, я в ЕГУ долго работал, вот как медбратом работал даже, пока там еще условий не было, а потом уже стал народным целителем России. Звание такое у меня. Специалист по традиционным системам оздоровления. Слыхали такое? Специалист по традиционным системам оздоровления. Это комплексно, вот так смотрится. Ага. Я вам сейчас хочу сказать. Очень много вот таких видов массажа. Вы знаете, да? Сейчас очень интернет, вы сам смотрите хорошо. Ну, они показывают, но это каждую методику надо довести до совершенствования. Это одна методика, это на 5-6 лет. Это практически надо работать, оказывается. Вот я когда физруком был, я массажировал детей своих, но это очень трудоемкая работа, понимаете, да? Потому что время занимает. Но у меня желание было помочь вот этому ребенку, чтобы он восстановился быстро и чтобы он мне дал результат. А для этого надо вот это вот, ваша вот анатомия человека, изучение, вот сколько вы лет учите, да? И вот уже наяву смотрите детей, как они там бегают, тренируются, да? Как у них там настроение. Но самое хорошее, вот, сейчас только вот появилось, что раньше вот наше время, спорт не очень-то внимание ложили. Там зарплаты очень мало было, понимаете? А сейчас вот физрукам зарплаты нормальные, наверное, да? Ага. И вот когда они стают чемпионами, вот тренеру тоже дают. А раньше тренера вообще не... Вот чемпиону дали и все. Ну вот такое время было, понимаете, да? Только на математика там, это вот, если математика двойку он получил, он тогда на физкультуру не должен ходить. Вот так на нас смотрели, понимаете, да? А сейчас наоборот стало. На физкультуру все стараются, чтобы дети ходили, занимались. Правильно же, да? Ага. Ну ладно. Что я вам сейчас сегодня очень удивительное расскажу, потому что вам это будет интересно. Ага. И вы должны мне так не столько слушать, а задавать вопросы. Я люблю, когда вопросы задают. Ага. Ну, малый круг, большой круг кровообращения вы знаете. Левое приседье, левый желудок, правое приседье, правый желудок. Вы все знаете, да? Массаж это должны вы, как сердце идет, вы должны это знать. Легочные венозные сосуды, знаете, да? Вот 4 легочные венозные сосуда ходят. Левое приседье. А потом идет аорта, который выводит желудка, называется. Кровяные сосуды, говорю я, объясняю, да? Это надо хорошенько изучать. Тогда массаж правильно. Если массаж вы правильно не будете делать, да, вот массаж правильно не будете делать, вы убьете человека. А я вот, например, вам расскажу. Я вот, когда вот работал, вот человек упал и умер. Ну, остановилось сердце. Понимаете, да? Они даже вот до меня не дошли, вот там упали. Вот такие люди приходят, которые, я вот говорит Лидия Ивановна, приходят очень беспомощные люди, которые вот сегодня-завтра могут, их не будет. Понимаете, да? Я таким сейчас работаю. Потому что раньше со спортсменом работал, ну, школа высшего мастерства я работал, я врач сборной Республики Саха-Каль, был чемпионат России в 2007 по вольной борьбе и чемпионат России в 2007 тоже. Бокс. Когда человек вот маленький ребенок или большой человек, вот это вот закрывается вот эта гортань, вот которая, и вот легкие, он не может дышать. Как его спасти? Здесь проткнуть. Да, вот здесь. Ставить трубку. Здесь можно ставить трубку. Он не может вдох сделать. Он как сказать, подавился, короче. Как можно спасти? А? Вот это молодец. Ну, твоя, это уже медицинское, понимаешь? Это можно убить человека. А вот она молодец. Покажи, как. Ну ладно. Давай, Кадырмин, иди сюда. Вот когда человек подавился, или там, надо сразу, ребенок, даже вот маленький ребенок,
они очень много тебя вот на пуговице подавляется, нет? Вот, так. Вот сразу вот надо живот взять, вот это вот, видишь, вот диафрагма, и вот когда вот тут вдох-выдох, он даже вдох-выдох не сможет сделать. И поэтому вот туда берешь и вот таким движением, резким движением вот так делаешь. Поняли, да? И она как бы вдувается, и воздух уходит. Когда в реальном случае, там не надо теряться. А я не знаю, ну, это моя физкультура, наверное, вот, кто-то меня обучил, наверное, об этом. А может, у вас такой ситуации будет? Может быть. Ну, я не желаю такой ситуации, чтобы человек, когда подавляется ребенок, все лице сосуды, видите, вот, начинают вот так уходить, вот, шейные сосуды, все. Он вздувается, понимаете? И это уже видно в глазах. А там что его, некоторые по спине берут, также много случаев, что смертей бывает, понимаете, да? Вы просто пришли сзади, и вот, куда андара, ребенка, и это выскакивает, понимаете, да? Я так спас, маленького такого, 2-3-летнего. 55 лет было. Я, как мне, вот так просто наверх я попросил, потому что зачем я людей лечу, да? Вот человек умирает, я не могу помочь. Что я такой? Кто я такой, да? И вот так руку просто поднял я, и тут такой шар появился. Вы видите, какое желание? И, может быть, она не появилась, я не знаю. Вот такой шар. Потом вот так я ее делаю, она маленькая становится вот такой. Знаете, да? И этот шар и что-то мне сверху, она вот так лежит. Все люди смотрят. И вот так. Я смотрю, это шар, и вот какая-то струя, и это я так туда засовываю. И руку так вытаскиваю, она опять хочет выйти. Это что такое, да? Потом я ее опять туда заталкиваю. Потом она крутится. И я вот последний раз вот так стоял, я помню это. Я вообще вот в трансе находился. Она вот, у нее вот это все, это вот пена изо рта шла. Поняли, да? И она вот так лежала, все. И губы у нее были вот это вот синие-синеватого цвета. Остановка сердца. И вот так стоял я устал. Я помню, что я устал. И вот такое движение. Кто-то меня, врач стоит сзади. Да, что надо, она говорит. Медсестра, она даже вот ничего не делает. Вот так стоит, и все. Я вот когда повернулся, а я не знал, что вот это вот так надо делать. Как по часовой стрелке. Я думаю, быстрее там лекарство что-нибудь принеси, вот так просто. А потом смотрю, эта энергия не выходит. Просто руку взял, и она ожила. Ноги задрожали, и все. Ну, там много подробностей я не могу рассказать, да? Это много чего было. Это, видишь как, надо желание, оказывается, помочь человеку. Правильно? Ну, что? Вот такие экстренные ситуации я вам рассказываю. Это тоже важно. Когда человек, даже вот когда в воде потом вытащили, да, тоже сердце останавливается. Тоже надо прямой массаж сердца. Понимаете, да? Ну там надо, вам это все поможет. Видишь, какой... Поэтому люди бросают. Спортсмены, все массажисты вы. Но такие ситуации будут. Начало болезни у нас идет от остеохондроза. Я в этом насыклился, настроился уже молодым, когда был 30 лет, а когда у меня было, да, 30 лет тому назад, даже 35 лет тому назад, у меня такие вот хорошие информации, хорошие учителя у меня были, понимаете, да? Меня советовали хорошо. Ну вот я вот хочу спросить, да, у кого что болит? Это Поясница. практически, а? Поясница. Вот, видите, поясница болит. Еще у кого что болит? Видите, у вас у всех спина болит. Так, у кого еще что болит? Колени. Так, у кого? Колени. О, это тоже серьезно. Или два колени? Ну, это когда ноги мерзнут, правильно? Начинает болеть. Или при ходьбе болит, при лестнице болит. Как болит? Когда на колени вот так стою, болит. Бактанана. Когда вот так на коленях стоишь, да? Ага. Это с детства, что ли? С детства. Это может быть, когда, если она так просто, когда бегаешь, болит, нет? Нет. Хорошо. Это идет, как бы сказать,
ревматоидный артрит называется. Посмотрите, вот когда ноги медленно начинают болеть, правильно? Ревматоидная. Это может наследственная, может болезнь, а может быть это, как бы сказать, из почки там, ну, неправильная работа, понимаете, да? Все, нервы здесь находятся. До седьмого позвонка, запомните. Шейный позвонок, сколько там позвонков? 7? Правильно? Ага. Ну, сегодня потом, это вам не интересно, но потому что сами заболели, это хорошо, что вы сами заболели. Это хорошо, потому что вы потом, когда вылечитесь, вы будете уже помогать людям. Понимаете? Через себя пропускает. Ну, конечно, шаманами это стать, удаганами стать, это сложновато, это очень даже опасно. А высшими массажистами это хорошо. Понятно, да? Вот мануальным терапевтам это хорошо. Но я вам сегодня вот антумалидин. Минда. А? 7. Опять спина болит. Ну это же поправимая работа. Так, у кого что болит еще? Голова У не меня еще болит. плечо болит. Но это тоже поправимая работа. Видишь как? Улахан Видите? тамбах бар. А? Улахан тамбах бар. Туар артрит, тортах. Ага. Ну это называется подагра, называется. Понимаете? Опять почечная недостаточность. Там появляется отложение. Понимаете, у тебя идет от почки, от спины. Понимаете? Или с позвонок, от позвонков, смещение позвонков начинает там тоже. Не знаю, ну, допустим, жим лежа делаю упражнения сейчас, вот оно постоянно болит. До такой степени даже бывает отпустишь и поднять не можешь. Какая сторона болит? Право. А где именно болит? Ну где-то вот здесь. Спереди? Спереди, ага. А сзади там не болит? Не, сзади не болит. Вот это там ничего не болит, да? Нет. Ага. Так, хорошо. Так, вот эту вот девушку мы хотим, я посмотреть могу, но, который серьезный. Я люблю серьезных лечить, понимаете. Да? А это у вас травматические болезни, ага, хорошо. Так, начнем тогда с лечения, да? Она был. Она врага, Хасылка олдың Японияға бітіреді олар. Біләнді? Мен ана бірге бітір. Япония олар. Оны мен теменем тәбеден. Исвитінді. Беке әпчікәлін бейтем тәбедеген. Олар. Так, сея қадердірек, қадердірек? Bu tügandan nedir? Tügandan. Постоянно öyle de. Ne hatta? Nagurus Вот так, kaldı. мананда. У тебя где болит? Ну, примерно в этом же районе. Ну эти У мышцы. меня Да? поясница, но у меня больше мышечно тянет. Все. Так, стой. Расслабься. Расслабься. Тут у нас ничего. Проверяйте позвонки. Вот когда вот человека позвонок, видите, да, мышцы напряжены. Почему мышцы напряжены? Почему мышцы вот это у него напряжены? А я постоянно устает, да, вот эта мышца? А? Утром просыпается, болит спина? Да. Мышцы, как будто работал, да, всю ночь? Так? И сколько лет у тебя так? 5. Ратты. Вот так вот я покажу. Вот эти мышцы у него напряжены. Видите, да? Вот. Это уже почки держит. Я же говорил, что у него уже начинает пальцы там это выскакивать. Если вот сейчас вот диализные болезни слыхали такое, да? Вот из этого. Это почки. Потом защемляет, а потом у него уже начинается почечная недостаточность, а потом уже почки отказывают. Почему они напрягаются? Наклон вперед сделай, другой. Наклон вперед сделай. Тянет спина? А? Вот так вот наклон вперед тянет спина? Болит тут? Olan ne diyor? Вот такой, поддыхать было. Taddehat. А вот тянет, да, спина? Потому что она защищает что? Позвонки. Ну, понятно, да? Вот у кого-то шея болит, под кмешками, у него вот шея постоянно болит, нет? Глядя по сзади. У него, значит, здесь шея болит, у него мышцы тоже напряженные, правильно? Он так? А? Ну, Ага, мышцы напрягаются, у него шея болит.
И значит, почему мышцы, они вот это вот... Сколько у человека мышц? А? 600? 600? Ага, примерно так. Это. Вот была она, вот эти мышцы отвечают это позвонок. Все. Вот эти мышцы отвечают это позвонок. Понятно, да? Где напряжается? Где смещение идет, значит у него где-то позвонок смещения здесь. Если не вылечить, на место не поставить, значит у него будет болеть что? Сердце, легкие. Понимаете, да? Понятно, да? И спать он уже будет плохо. Поняли, да? Лечит что? Ноги лечат. А где причина? Когда ты освобождаешь, тогда мышцы отпускает. Тогда отток, когда мышца напрягается, она кровь зажимает. Понимаете, да? Нерв зажимает. У нее смещение здесь. Потому что здесь у него сбухание идет. Понимаете? Диска. Слыхали такое? Сбухание диска. Смотрите. Ну это я так делаю. Глаз закрой. Он насыкливается на свои мышцы. Вот на спину. Понял, да? Расслабься, расслабься. Давайте. Ну это вам. Это я диагностирую. Но это вам такое, может быть, вы не сумеете вы это делать. Глаз закрыл, да? И чувствуешь что? Говори, говори. Я уже начинаю чувствовать. Тепло пошло, да? И что чувствуешь? Онемение. Пошло? Ног. Только ты говори, что чувствуешь, ладно? Расслабься, расслабься. Тяжесть ноги есть? Да. А? Лохана? Да. Хайри, пора слушай, понимаете? Расслабься и чувствуй себя. Тут надо чувствовать, понимаете, да? Это для вас это делается. Хайри. Глаз. На спине, да? А нога? Какая нога онемела? Левая. Видите, куда пошло? Левая нога. До колен прошло, да? Ага. Келле. Лохана, лохана. Келле. Ханамадда. Атакат иде, тилякка. Келле. Слушаем, лохана. Хаятан аратан, канасатан. Левая нога что, заснула? Да, вот я хапку. Икесатан? А вот швей. У тебя левая нога болит? Да, левая нога. Я прошел туда, внутрь. Но это, может, очень много практик надо иметь. Понятно, понятно, да? Для чего я пришел к вам. Теперь вот так делаю. Тянет? Косвер. Так? Ох. Халкан так, да. Халкан так, да, и так надо. Воздух выходит? Таласта. Как будто то как выходит камера вперед. А? Что говорит лохана по-русски? Кто говорит вперед, да? То есть дует, да? Да, дует. Изнутри? Вот видите, как интересно, да? А? Да. Крутится? Где крутится? На спине? В спине. Еще крутится, там что крутит? Вот смотри мою руку. Вот так крутит, смотри. Энниге бекер. А где? Где крутится? В позвонке? Да, позвонки. Прямо внутри? Да? Наружу. Воздух выходит? Да, уходит. Много? Мало. Да. Что туда заходит? Турахида? Ариф. Вода, да? Я вас склеиваю туда. Чувствуете? А? Так, раз, два, три. Закрутилось что-то? Да, пита. А? Да, крутит. Слушай внимательно. Алексей. Крутит куда? Ола и горбата. Вот так он стоит. Вытекает манерки. Вот смотри, это бой без правил. Слыхал такой? Все. Вот смотри, вот так я делаю. Вот так. Вот так. Чувствуешь, да? Тянет? Да-да-да. Да-да-да, доктор.
Тянет, да? Того, пока тогда. Что-то чувствуешь там внутри? Есть? Да, бар, бар, Хайри, та-да-да. тогда. Канда-да-дари. Таска, А? таска. Таска игадда. Тадар косуйта. Тада. Тада доктор. Тогда, Тада доктор. Это не. тогда. Вот какая у него аура. Вот я увеличиваю ауру. Та-да-да. Ох. Та-да-те. А? Тогда миттева. Атаманы та-да-да. Та-да-да. Того, Та-да-да. того. Он его ауру на вам верит. Это у него аура. Раз, два метра. Теперь походи. Походи. Какое ощущение получил? Так, хам. Ну, сейчас нам интересно будет. Рассказываем. Он на капитале. Сяля? Капсяля? Какой? Давай, снимай. Мана тут, он на капсяля. Давай рассказывай. Что? Какое ощущение? Нагинайся. Тебе легко стало? Как стало? Давай говори. Чули? Ну, хана. Нормально. Как нога? Походи, проверь. Вообще, хоть идеальный вдох сюда положи. Идеально. Чули? А? Копчаю кружку. Легче Вот, стало. легче стало. Да, Да. легче стало. Нагнись, проверь. Теперь он болеть не будет даже. Легче, да? Нагнись. Доктор, смотри, прямой. Ага. Отпустила, да? Да. А? Да, красиво. Точно? Скажи побольше. Отпустила? Отпустила, да? Точно? Да, точно. А? Точно. Вот так вот. А там тут погадай. Тебя ведь так. Чули? Мана заходить в ботинок. Угу. Видишь, даже вот у него даже вот когда ботинки там она торчит. Видишь, да? Вот такой стоит вот так торчит. Ну, как. Даже ботинка не выбросит. Тогда. Погромче говори. Да, тогда. Где-то тянет. Кости? Мох тогда да. Ага. А? На колени. На колени, то мох билет тут атака. Да. Когда билет, лохана. Тогда да ведь. Тогда доктор. Тогда. Камеры. И вот 3 дня проверяйте его. Гоняйте по дня. Ну как, легче стало? Еще я. Вот так. Пойдет? Так, хорошо. Теперь Так, кто? вот вопрос можно, да? Вот здесь еще вот кроме вот того, что он, ну, естественно, да, действует на мышцы, что еще у него есть? Рука у него. А? Энергия. Энергия, да. Так, сядь сюда. Так, вот это вот так раскрой. Так, подожди, вот так рука. Вот здесь болит или здесь? Я Вот, смотрю. Вот здесь не болит? Нет, Здесь? тут болит. Ага. Вот это вот тогда мы сильно. Ладно? Давай, встань. Символично. Поворачивай. Колени поворачивай. Вот так сиди. Вот здесь, да? Вот здесь, да? Да. Вот, да. Ну вот, видите, вот человек хочет выздороветь, правильно? Это главное, чтобы, если он хочет выздороветь. Правильно же? Сиди нормально, ногу поставь, расслабься. Так, руку так делай. Чуть-чуть в бок. Так. Молодец. Сюда смотри. На мои глаза смотри. Видишь мои глаза? Вижу. Носом вдох. Потом вдох. Глаза закрой. Спать. Полностью расслабляемся. Полностью расслабляемся. Спать. 10, 9, 8. Ни о чем не думать. 7, 6, 5. Спать. Полностью расслабляемся. Полностью. Расслабить. Тебе никто не мешает. Тебе хорошо. Я тебя сейчас отправляю на 7-е небо. И ты там встретишь моего дедушку. И ты уже летишь. Налета. 2-е небо, 3-е небо, 4-е небо. Садись на облачко. Сел. Облако такое мягкое, хорошее. Сидишь? Угу.
Видишь старика? Угу. Он к тебе подошел? Подошел к тебе? Подходит. Что он сделал к рукам твоим? Руку положил, да? Угу. У тебя желание выздороветь, да? Сильное, да? Да. Рука не бела? Угу. Тяжесть руки почувствовал? Да. Молодец, молодец. Ты где лечишь? Где тебя лечат? На облаке? Седьмое небо, да? Ты на облаке находишься? Да. Такая белая облако, да? Белое? Да. Сейчас у тебя там, я вытащу. Ты должен сейчас мне сказать, как тебя зовут? Дима. Дима. Ты должен освободить от себя, простить одного человека. Ты прощай его, хорошо? Тогда я отпустит твою болезнь. Надо прощать, понятно людям? Понял? Угу. Он тебе плохое сделал, а ты прости его, ладно? Тогда вот сейчас ты выздоровеешь, понял? Не носи груз в камни. Ты сделал сам плохое, может быть. Ты ударил человека, правильно? Угу. Из этого ты пострадал. Понял? Ты понял, да? Да, понял. Руку никогда не распускай, ладно? Угу. Всегда быть надо, сильный человек никогда руку не распускает, понял? Да. Всегда надо терпеть, надо выждать. Ты должен был хорошим мастером спорта, хорошим стать, а ты распустил. Понял, да? Угу. Отдал свою энергию плохому человеку. Тебе же говорили, ударить правую щеку, ты поставь левую. Слабому человеку поставь. Посмотри потом, как у тебя будет все хорошо. Понял? Да. Молодец. Ты отпустил от тебя, да? Ты простил, да? Правильно? Да. Себя простил. С этого дня ты будешь и учить детей. Знаешь чему? Никогда руку не распускать. Не отработку ударов забудьте. Ты должен всегда следить детей, чтобы они руку не распускали. Понял? Угу. И тогда они эту энергию свою, они ударили вечером, а это уже темная сторона. На ринге он ударил. Это хорошо. Понял, да? Твои дети будут хорошими мастерами, если они будут ночью руку не распускать. Понял? Да. И тогда они будут держать этот такой свой панцирский удар при себе. А дьявол хочет, чтобы забрать ваш удар в себе. Понимаешь? И наше большинство спортсмены, которые боксеры, они били слабых. И это слабый человек, наоборот, очищали этого человека. Понял? И он проигрывал, должен был выиграть. Ты же всегда ругал этого парня, который ты учил. Что он, почему он у тебя 3 раза раскрылся, он хочет ударял, он не попадал. Правильно? Угу. А куда вы сейчас удар? Он кого-то ударил вечером. Это ты слабого ударил. Отнял у него что-то. А потом вот ты винишь его, что оказывается он сам виноват. Понял? Он ударил, оставил свою энергию хорошую, которую ты тренировал. Понимаешь? Угу. Крутится плечо. Крутится, да? И что-то выходит, да? Есть такое ощущение? Что выходит? Холод. Холод есть, ага. Я тебя там заклею. Там пошло такое жидкое пошло, да? Пошло? Есть такое? Угу. Есть. Я склеиваю твою эту болезнь, хорошо? У тебя там сухожилие растянулось. Понял, да? Что-то туда закручивается. 1, 2, 3, 4, 5. Есть такое ощущение? А? Есть. А потом вот так что-то соединяется вот так. Угу. А? Есть. Внутри? Внутри? Угу. Глаза не открывать. Ты сейчас полетишь куда? Знаешь куда? Седьмое небо? Или домой? Таиланд полетишь. Таиланд. Летишь, да? Ты полети сейчас, проверим, как орел. Давай, летишь, руками работай. Лечу. Летишь, видишь сверху облака? Угу. Видишь? Вижу. Хорошо летишь. Плечо работает? Ну да. Раненое плечо. Глаза не открывать.
Встал, не бойся, не бойся. Ты летишь. Летишь. Сейчас мы проверим еще. Руку поднимаем вверх. Как орел, танцы орел. Полностью? Нормально так? Идет, да? Хорошо идет? Да, четко идет. Работаем, лечим. Да, спускайся к морю. Спустился? Угу. Ну, поплавай-ка руками. Плыву. Море теплое? Ну да. А? Тепло. Хорошо, да. Обратно плыви. Ага. Вода хорошая? Теплая вода. Ага. Ну-ка, на песок, мягко. Расслабься. Песок теплый? Да. Тебе сейчас тепло, слишком тепло становится. Тепло. Чувствуешь каждую твою мурашку? Тепло, да? Угу. Хочешь холодно тебе воду? Ну, налей-ка себе холодную воду. Вода рядом стоит, вода. Возьми, наливай. Налил. Налил? Как стало, хорошо? Да, нормально. Теперь ты сейчас будешь мерзнуть. Холодно тебе. Холодно, давай. Холодно, да? Стало холодно тебе? Как зима. И ты на улице стоишь. На улице стоишь. Стоишь, да? Угу. Снег, на снегу стоишь, правильно? Угу. Холодно тебе, нога холодно. Холод идет? Чуть-чуть. Ага. Лети обратно домой. Хорошо? Руками Сам, конечно, руками. Ты как орел же. Якус приближается. Угу. Видишь Якус? Да. Ага. К своему, это какой там? Суфу, как? Главный учебный корпус. Главный учебный Всё, корпус. уже здесь. Ты здесь, да? Раз. Расслабься. Глаза не открывай. Ноги у тебя просыпаются, спина просыпается, голова просыпается. Все, ты такой новый человек. Глаза закрой. Раз, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Открывай глаза. Вот, теперь хорошо. Ну-ка, теперь нам расскажи. Вот так стоим. Так, расскажи. Ты где был? В Таиланде. Как, точно? В Таиланде точно был? Да? Ну, Купался? в голове был, но. Ну, ты купался там? Да, купался. По-настоящему? Да. Молодец. Видишь, как ты надо, я же говорил, надо говорить по-настоящему. Так, кто тебя лечил? Дед на облаке. На каком небе? На 7-м. Он там прямо лечил, что ли, тебя? Ну, подошел ко мне, да? Такой здоровый, да? Высокий человек? Или Да какой? нет, маленький, на вас похож. Это мой дедушка. Ну А. как, ну как, Ну, как похож, да, представил, только да? на меня. Он только пожилой, наверное, да? Мгм. Ну, постоянно. Ну, хорошо лечил. Ну да. Посмотри-ка, отжимайся, делай. Но сильно не надо, потихонечку. Режим лежа надо делать. А? В режиме лежа обычно будет. Ну, потихонечку сделай, попробуй. Только не сильно трогай. Оставь, почувствуй себя. Да, вообще нормально. Встань. Смотри туда. Скажи, что как? Нормально? Да, четко. Ну вот и все. Ну вот, хорошо, стоит. Понял, спасибо. Ну, скажи что-нибудь такое. Как это? Шея. Видишь, он сразу руку поднял. Вот так сделал. Поэтому мы будем лечить шею. Хорошо? А шея самая наша, что? Все глаза, все это, уши, даже вот все вестибулярный аппарат. Правильно? Вечером как ты себя чувствуешь? Голова болит у тебя, да, от шеи? Спать? Как спишь? По-русски говори. Плохо. Вот видите, погромче. Спит? Плохо. Ну, сон не приходит. И сколько там лежишь, например? Как у тебя сон идет? Ну, сколько часов спишь? Ну, как будто спал, как будто спал и не спал, да? Видите, как очень, вот сколько тебе лет? 23. 23, он, видишь, как уже, как старик стал. Спит, то не спит. Как будто, как с бодуна. Есть такое же, говорят же. Человек, как будто, когда вот пьет, и он больной, или там как будто у него там, как сказать, токсины у него там, да? Он уже болеет. Все мать отец так же говорят, как будто не спал, да? Так же, да? Да. Ага. Утром просыпаешься сонный, да? Да. Хочешь спать все время? Да. Вы поняли, да? Расширение шейного отдела, 7-го позвонка. Говорите, да? Ну это вы не старайтесь делать, ребят. Ну, смотрите, хорошо? Как это все делается, как все делается практически. Но это надо переходить, этому очень-очень много времени надо. Понимаете, да? Работать. Ну, потихонечку можно работать. Шея держи вот так. И вот всегда обращайте внимание. Вдох у него должен быть такой.
Не сильный вдох. Понимаете, да? Когда так. Где-то. Во, молодец. Еще раз. Расслабляй шею. При выдохе расслабляй шею. Ладно? Хорошо. Ну давай. Вот так берем. Вот так берем. Вот так вот. Не бойся ничего страшного. Вот так шею берем. Вот так вот. Вот это вот именно вот волосистая сторона. Там заканчиваем. Понятно? Понятно, да? Шею, спину расслабляй. Вдох, локоть так держи. Вот так держи локоть. Дыши. Вдох, выдох. Видишь как? Такое движение. Только очень осторожно. Потихонечку надо на место ставить. Еще раз. Еще раз. Выдох. Да, хорошо, хорошо, не бойся. Вот так держи. Голову выпрями, выпрями. Вот так, руку так сделай. Что, уже спишь, что ли? Ну-ка, расслабься, расслабься. Вдох, выдох. Видишь, какое смещение у него? Вот. Еще раз. Еще раз. Видишь, скрестный удар называется. Боксер знает, да? Так, подожди. Вот так, вот так. Тут надо что? И все. Понял, да? Везде так надо делать. Вот смотрите, еще раз. Вдох, выдох. Еще раз. Еще раз. Это самое хорошо. Встал. Стоишь прямо так. Ну-ка, вдох, выдох. Руку подняет вверх. Вот физкультура амуротманы. Детям есть амуротманы. Делайте детям, чтобы вот спокойно, чтобы руки сначала, чтобы после разминки. Это сейчас разминки нет у нас, да? Это. А сюда все это делается после массажа, после разминки. Понял, да? Ну-ка, вдох, выдох. Расслабься. Нормально? Видишь, голова закружилась. Правильно? Да? Ну, где сюда? Колено. Стоп, стоп. Колено, поднимай, поднимай, поднимай. Поднимай. Вот смотри, боксер полубра. Видишь, какой? Хороший удар. Только так на место ставить. Когда человек раз сделал, он уже спит уже. Правильно? Ну как, нормально? Полегчало. Нет, посиди на пол посиди. Сядь на пол. Садись, садись. Вот так берешь. Вот тут нажимаешь. Ну, куда, куда? Ну, это некоторые манипуляции. Так, скажи, как себя чувствуешь? Очень полегчало здесь, Шея. в спине полностью. Очень большой позвонок. Как Грудной. заново родился. Грудной позвонок вот так смещенный. Надо же. Видите как? Вот так Теперь надо. это спицы. О, теперь будешь спать, только главное урок не проспи. Ой, не простите. Так. Ага. Вот внутренний орган. Вот это вот. Таблетки пьешь? Не пьешь, да? Это хорошо. Вот тут 12-перстная кишка. Вот это место. Тут надо потом практически в антибиотика надо. Это мантейган бяган массажный набор. Вот кинем в воде, он бы вырым в воде. Это вот туда надо делать, чтобы отток крови пошел, отток этого вот жидкости сюда упала. Понятно, да? Тогда обмен хорошо пойдет. Иди сюда. Вот тут уже. Видишь, какая она? Вот, смотрите. Вот так ходит. Вот, сердцебиение тоже не очень хорошее у нее. Одышка есть, да? Видите, как она делает? Вот, видите, да? Ну, у нее еще полиартрит. Это внутренний орган называется. Вот так. Да. У нее, вот видишь, вот плечо вот такое. Все время она сжимает вот сюда, грудь. Это. В смысле, вот симметрии нет, А, да? мы такая, ну, вообще на, еще вот. Понятно, голову опускаем. Руку вот так, пальцы не. Голову опускаем. Локоть так держим. Пальцы крепко держим, крепко. Понятно, да? И ничего не бойся, ладно? Руки, локоть дави. Дышать носом, вдох, выдох. Худи.
Тонкоматталара. Расслабься, расслабься. Вот так вот. Тебе это хватит. Ну-ка, рука. Посуди ее. Так, держим, держим, не бойся. Молодец. Ты же физкультурница, да? Ты А? видишь? Тогда ты не должен это. Вдох, выдох, расслабься. Расслабься, расслабься. Не скакивай, не скакивай. Ну и как ты выдержишь, а? Ну-ка, вдох, выдох. Выдох. Ну, молодец, встал. Вот, видите? Вот здесь смещение у нее. Ну, вдох, выдох. Руки вверх поднимаем. Дай сюда. Нормально? И она вот видишь готова. Спина теплая, готова. Она готова. Что вот такой мануальный терапию. Понятно, да? Ложись, ложись, ложись. Вдох, выдох. Молодец. Нормально? Головокружения не было? Нет. Ноги дай сюда. Ноги, ноги. Давай ноги. На пол садимся. Это делается, видишь, какое? Я пока готов к этому лечению, к вам сегодня вас с вами встретиться, поэтому я в трансовом состоянии. Тут такой, ну, готовый должен быть человек, понимаете, да? И тогда вам очень поможет. Понятно, да? Это. Господа, где? Кто? Вдох, вдох. Вы поняли, да? Что у нас какое хорошее лечение пошло. Ну-ка так делаем. Ага. Туре. Молодец. Сядь, сядь. Сядь сюда. Ринга тут. Табак-бак. Тормоз. Это. Вдох, выдох. Локоть опускай. Расслабься. Так, рассказывай. Походи, походи, походи. Легче стало. Получилось? Ага. Очень хорошо получилось. Хамонка, хамонка, хамонка. Что, совсем Не хорошо, да? стесняйся, не стесняйся. Совсем хорошо, да? Как вот здесь болело и здесь еще. А сейчас уже нет. Она болеть не будет уже. Видать, нет? Видишь как? Смещение что делает человека? Колени болят, все это болят. У нее очень большое смещение. Больше, чем у тебя. Вот так. Вот у него. Смещение, зажимы, вот это как раз. У него вот а. по грудном отделе, я уже сказал? Ага. Так. Да. Вот мы встретились с вами сегодня. Ну, конечно, все мы за такое время 5 минут осталось. И поэтому мы не сможем. И я хочу сейчас вам показать одну только. Покажу. Хорошо? Всем. Вот сейчас вы сидите. У кого что болит, вот она скрывает, но все равно сейчас скрывать, ничего страшного. Вот так вот сидите, это, и свои болезни вспомните. Минда. Сискинхана, Сискинхана. Те, которые не лечились, сейчас они пускай думают. Они скрытные, вот скрытные. Они Я сейчас одновременно всех эту болезнь вытащу. Но вы должны сказать мне, хорошо? Одновременно маннаболором. Вы готовы? Оставьтесь. У кого что еще болит? Вот тех, которые лечились, она, вы должны сейчас только мысли. Это работа, ребята. Не думайте, что вот сейчас вы не лечились. Вот вы тоже не думайте. И вы тоже не думайте, что у вас это не успели мы. Да? Вы не думайте. Сейчас я вам все равно помогу, потому что я одновременно могу всех лечить. Групповой сеанс. Понятно, да? Ну, вы должны после этого моего сеанса, вот за секунду можно лечить. Правильно? За секунду все вылечить можно? Да. Вот так вот. А это мы за секунду можем вылечить. Понимаете? Это видите? Борода, все делается четко. Понятно? Готовы?
И даже, ну, это, я не говорю, я говорю, что болезнь только я буду снимать. Вы не мечтайте там, чтобы к вам пришло там хорошее там, это желание, чтобы там, может, дом купить или ничего не... Об этом не думать. У всех свои проблемы, это оставьте. Только думать о чем? О всем вот одном болезни, которая вас беспокоит. Ладно? Только в этом случае глаза закрываем. Закрываем глаза. Все. Я считаю до 5. Носом сел вдох, потом выдох. По телефону пока не разговариваем. И готовимся к этому. Все должны быть внимательны. Сосредоточьтесь на своей болезни. Те, которые лечились, тоже. Можете там и добавочно что-нибудь получить. Готовы, да? Я сейчас начинаю читать. 1, 2, 3, 4, 5. Я к вам захожу к вашей болезни. Я чувствую это. Ногу надо поставить прямо. Чтобы ноги были не скрещены. Чувствуете, да? Хорошо? И вот все ваши проблемы, которые есть, болезни я имею в виду. Сейчас она будет уходить. Я дую. Изнутри будет все дуть. Все внимательно. И вы чувствуете тепло, а потом холод. Еще раз дую. Еще один раз. Закрываю. Все закрываю. 6, 7, 8, 9. И вы здоровы, вам хорошо, и вы очень настроены на хорошем позитивном настроении. Сегодняшний день у вас все будет получаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потихонечку все у вас просыпается. 8, 9, 10. Открываем глаза. Вы что, захотели заснуть, что ли? Потому что спать не надо. Да? Кармана. Кармана всю подтучу сюда. Теперь, кто чего почувствовал, быстренько только. Секунду вы говорите, давай, быстро. А? Холод почувствовал. Холод почувствовал, молодец. И где почувствовал? На лице? На лице, а на спине? Почувствовал? Нет. Как я спина твоя? Ну-ка, почувствовал там что-то? Какое-то изменение пошло? Есть, да? Да. Это не шутки, дорогой, не шутки, ты сам понял, да? Так, еще кто хочет руку поднять? Самая молчаливая рядом сидела. Что, не чувствовала? Нет. А? Теплоту Что? здесь, А? теплоту здесь. Теплоту, это хорошо. Тепло, это хорошо. Так, что вы чувствовали? Так, вы, Костян. Так, стены тогда. Вот видишь, она как Бетти Томасна. Надо было обязательно надо поймать, понимаешь? Правильно говорю? Поймать надо, поймать. Проверить, Вот раскрываться. это Вера ничего не знает. Она была все время вот такая, потому что она только тогда. А ты скрывайся, хорошо? Так, дальше пошли. Будто бы эти морожки пошли. А? Будто бы морожки пошли отсюда. Мороз пошел, да, по этим, по рукам. Ага, и хорошо стало, да? Ну, чуть-чуть, ага. Ага, хорошо. Я знаю. Тут, стоим так. Давай, дышать. Выдох. Она сейчас сидит, думает, что меня почему не лечили. Правильно говорю? Ну, хотела так думать? А? Иди на, она ради. Ту руку. Дай ту руку. Наш его сыгары любит. Искать сыгар, тут и любит. Так, держи руку крепче. Ну, у нее здесь еще маннамивары. Аллара, Мустаф. Что поделать? Расслабься, дышать. Расслабься. Хып, мира. Тоже? Почему я это... Запоминайте, массаж будете делать. Массаж будете делать.
надо полностью лечить, как всегда. Понятно, да? Не одну штуку место раскрываем, там, а там забито у нее, то есть было, это не очень важно. Понятно, да? Великая. И поэтому я стараюсь, почему все сделать? Локоть опускай. Держим руку крепче. Дышим. А теперь скажи, походи. Она говорит, спина болит. А теперь скажи, болит или не болит? Вот какая распрямилась. И как это? Ну, нормально. Рано не стало. А как? Теперь? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть она сказала, это много, это больше. Хорошо. Но она там, конечно, более с юридической точки зрения тоже, да, показывает, рассказывает. Ну, здесь у него, конечно, есть и дар еще, скажем, оттуда, да. Да, У него есть, кроме вот, он еще лечит с помощью вот с элементами этно. Вот он сегодня еще не взял вот эти свои, скажем так, аксессуары свои. Да? Именно он лечит с элементами этно. Ну, в любом случае, когда человек, больной человек, тем более приходит к таким целителям, скажем так, да, нетрадиционной медицины, они-то все равно должна быть у каждого человека вера своя. Вы же приходите к врачу и доверяетесь, да? Доверяетесь, это все равно у вас какая-то вера должна. Поэтому, когда вот особенно вы находитесь перед такими людьми, вот этого у вас барьера не должно быть. Вы должны, наоборот, раскрываться, расслабиться. Поняли, да? Поняли, да? Я сама вот у него хожу на лечение. У вас как вот, 2 руки, 2 ноги, сколько конечностей? 5? А сколько у вас чувств? Давай. У человека сколько чувств? На голове 4 чувства, правильно? Глаза, нос, уши, рот. И 5-е чувство это что? Вот это. Да? Ага. Это 5-е чувство. А у собаки сколько чувств? Сказать? 15 чувств. Потому что вы же не знаете, вот понюхали там, а там наркотик лежит. Правильно? Собака это почувствовала, собака. Поняли, да? Ага. И поэтому у нее 15. А у собаки, у кошки сколько? Еще много. А? Еще много. Ага, 16. Она еще ночью не идет. Вы поняли, да? Сколько природа загадочного, да? А у медведя, скажи, сколько чувств? Еще 8. Примерно сколько? Давай. Отсюда расскажите. Сказать? 2. 146. Он даже слышит здесь, вот мы разговариваем про него, поэтому наши предки наземные стоят, оборит это ханда, разговаривают про него. Поняли, да? Он все чувствует. Вот сейчас я энергетику вот такую маленькую показал, а у него больше энергии, понимаете? Он одним кликом может туда зайти, а потом человека разрушить. Надо все делать в меру. Слишком много все равно не возьмите. В меру надо жить, правильно? Кто все там крадет до потолка, у вас каждого, вот у вас потолок столько, у вас потолок столько, ну вот у всех у вас потолки. И вот это вот до этого потолка прожить, надо жить. Что дают, то и живи. Своей жестокости мало должно быть. На жестоких людей не обращайте внимания. Вы смотрите только хорошее, и у вас все будет хорошо.